Первые работы Варвары Дмитриевны в Абхазии были выполнены в темном цвете, но вскоре ее картины заиграли красками. Никогда раньше ее работы не пылали такой яркостью. Тому виной новые впечатления, рожденные природой Абхазии, встречи с людьми нового уклада жизни. Это был поистине творческий взлет. Красочные и звучные пейзажи, натюрморты и портреты окружавших ее друзей. Можно отметить то, что от скромности ее и скромность художественного языка, которым она пользовалась, скажем, акварель, сангина, пастель, тушь и так далее, все это говорит о неком таком незримой нити, которая связывала японскую культуру и с Абхазией. В Японии скромность, и в Абхазии скромность. А в цветовом отношении в Японии нет той пестроты, которая характерна для некоторых народов. И в Абхазии нет той пестроты, которая также характерна для других народов. И вот эта скромность и в цвете, и в поведенческой культуре делала ее очень теплым и значимым для искусства Абхазии. Она великолепно владела акварельными красками, то есть акварельной технологией. Писала великолепные натюрморты, великолепные пейзажи. Что значит писала? Значит, она буквально, значит, вот по бумаге могла провести кисточкой и сразу же показать объем и форму. То есть это достаточно высокий уровень овладения технологией живописи в акварели. Но абхазский период бубновый, он интереснее, чем японский. Видимо, там была у нее очень трудная жизнь. Она, так сказать, война, землетрясение, пожары, эмиграция. А здесь вот был спокойный, поэтому здесь период творчества в Сухуми более продуктивный. Художница много ходила по окрестностям Сухума, интересовалась памятниками культуры, археологическими раскопками, встречалась с людьми самых разных национальностей, долгое время проводила на набережной под эвкалиптами и тут же делала наброски, на основе которых потом создавались пейзажи и портреты. Таким почти полвека назад увидела Сухум Варвара Бубнова. Те же пейзажи видим и мы, жители 21 века, уже в наше современное время. В Абхазии, как и в Японии, у Варвары Бубновой появились ученики, последователи ее творчества. У нее было довольно много людей, которых можно называть учениками. Ну, во-первых, ученик был Веся Воронов, ее ученик был.
Там, ну, Александр Лозовой, я не знаю, тоже общался, приходил часто. Но были и другие люди, которые почитали, абхазские, известные наши художники. Ну, я, например, знаю, что Юра Чкадо, например, знаю, что Иван Бастасик, вот, знаю мой брат, например, Геннадий, потом Женя Котляров. У меня встал выбор, это я еще в школе учился, встал выбор, куда мне идти учиться и все. Ну, я понял по общему такому положению, что лучше ее никто меня не научит. Она не говорила, вот я так сделала, а вы сделаете теперь тоже так. Или не подходила там и не исправляла рукой вот то, что ты делаешь. Очень так деликатно, вежливо, так сказать, к этому ко всему подходила. Это, конечно, очень приятно было, такое отношение. Показывала других художников репродукций очень много. Классику я имею в виду. Там и Рембрандт был, и, потому что она, хотя авангардная, но она никогда не отрицала таких художников и находила у них вот эти вот самые принципы интересные. И других художников показывала. И ты волей-неволей понимал, что тебе нужно в этой работе переделать уже в своей собственной. В Сухуми она пишет не только живописные полотна, но и исследования об искусстве. «Я чувствую себя хранителем сокровищ, хочу отдавать свои знания молодым», признается в письме Бубнова. Появляются статьи о трудной работе художника, пластический символ и другие. Варваре Дмитриевне было присвоено звание заслуженного художника Грузинской ССР. 90-летие Бубновой было торжественно отмечено в Сухуми выставкой и собранием в Союзе художников. Однако последние свои годы Бубнова провела в Ленинграде, откуда все и начиналось. И я, например, очень хорошо помню, когда она уже переехала в Петербург, отсюда в Ленинград, тогда еще Ленинград, это где-то конец 80-е годы, переехала туда, вот. И я работал в архивах исторических. И приходил туда, где жила Варвара Дмитриевна, но ей, конечно, там не нравилось, говорю, все очень мрачно. И вспоминала она Абхазию, все время вспоминала Японию. И в один из моих приходов, я помню, был там консул, японский консул, ее ученик. Вот, в частности, тогда ее вот наградили таким орденом, драгоценная корона, японским орденом. Вот. И она огромный вклад внесла, конечно, и в культуру Японии. Но в России ее, к сожалению, знали гораздо меньше, и знают гораздо меньше, чем там. Умерла Варвара Бубнова, когда ей было 97 лет, и похоронить себя завещала в Абхазии, рядом со своими сестрами. На Михайловском кладбище близ Сухума нашли покой 3 сестры Бубновы. Люди, объединившие 3 страны, сумевшие показать нам, как много между нами общего. Когда-то здесь росли японская сакура, русская береза и абхазский самшит. Сюда на могилу к тетушке хотела приехать Йоко Оно, жена легендарного участника группы «Битлз», ведь она является родной племянницей мужа Анны Бубновой. Уже в наше время благодарные жители Сухума ее именем назвали улицу в своем городе. На протяжении всей жизни Бубнова дарила свои картины людям и музеям. В Национальной галерее Республики Абхазия хранятся 60 ее работ. Периодически устраивает вечера памяти и выставки Бубнова искусствовед Аза Аргун. Я обращала внимание на выражение лиц людей, которые
посещают выставку и все вот эти мероприятия культурные, когда проходят, я вижу на их лицах одухотворенность такая, приподнятость. Люди окрыленные уходят с этих выставок и мероприятий. Может быть, поэтому как бы одна из причин, которая меня побудила создавать вот музеи. К сожалению, пока еще я как бы не добилась этого. Мне хочется, чтобы наша молодежь, чтобы те, кто родился уже после войны, они знали нашу историю, они знали многоликую нашу историю и тех людей, которые ее обогатили, которые одухотворили ее своим творчеством. Потому что история Абхазии – это какая-то частица мировой истории. Один ученый древности сказал: жизнь как пьеса в театре. Важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна. В случае с Варварой Бубновой она и продлилась долго, и сыграна на отлично.